Всем привет, дорогие подписчики! Сегодня 25 октября, день Ленинского комсомола. Снег пошел в Якутске. Нам, старым комсомольцам, это не впервой. Иду на возложение цветов первым комсомольцам Якутии. Детский дворец пионеров. Силуэт улицы Кирова. Снег прошел. Якутский колледж технологии и дизайна здесь. Здесь такой небольшой уголочек сделали. Красивый. Стульчик. Вот в этом здании находится. Иду в сторону парка Победа, на Комсомольскую площадь. Улица Кирова, Лермонтова. Стадион Туймада. Парк культуры и отдыха. Дальше. Комсомольская площадь вот здесь. Вон памятник стоит. Улица Кирова. Стадион Туймада. Это у нас площадь Комсомольская перед парком Победы, перед парком культуры и отдыха. Хотя пройдемте, покажу. Здесь у нас скульптурная композиция стоит нашему прославленному борцу Роману Дмитриеву. Олимпийский чемпион. У нас уже зима. Включил 3ВД. Так что я в безопасности. Парк культуры и отдыха. Что-то на Комсомольской площади никого не видно пока. Так, вот я на Комсомольской площади. Пока никого нету. Вот что странно, смотрите, огородили опять памятник. Это чистой воды политика. Осторожно, опасная зона написали. В чем здесь опасная зона? То, что кафель
упал. Дедушка Ленин на проспекте уже который год стоит так за забором. Дорогие друзья, подписчики, вы этим делом, кто такими делами занимается, вот такими, вы же теряете память своих предков, фронтовиков, ребят, наших дедов, отцов, дядя, которые погибли в войне. Зачем огораживаете памятники? Я вот это вообще не могу понять. Вы хотите стереть с нашей памяти это? Это вам не удастся. Народ Якутии помнит о своих ветеранах, о своих комсомольцах. Будет чтить их память всегда. И вот эти огораживания, это вообще никогда ни к чему не приведет. Память народную никогда не стереть. Вот люди начали подходить потихонечку. Задумайтесь об этом. Ведь они проливали кровь за нашу советскую родину, а не за буржуазный строй антинародный. Помните об этом всегда. Вот пришли активисты, ребята, возлаживать цветы. Берегите память о своих предках. Помните, что они сделали для нас. Это не просто так слова обычные. Мне вот это огораживание вообще не нравится. Это так, по-моему, одни причины для огораживания в политических целях. Но народ будет все равно приходить и будет помнить своих героев. Тем более у нас в Якутии, у нас это все помнят. У нас в Великую Отечественную войну, в Гражданскую войну много людей полегло. Для нашего маленького населения. Наши в городе. Запомните, вот такой флаг был наш советский. Брага не гна. Народ собирается. Помня своих предков. Можно мне тоже? Спасибо. Будем возлаживать цветы нашим героям, которые отдали за нашу жизнь, за наше светлое будущее, за комсомольцев. Вечная память героям, комсомольцам. Народ помнит их подвиг. С праздником, товарищи! С Днем комсомола! Товарищи, вот так встанем. Несколько слов будет поздравление. Давайте вот так полукругом встанем, как комсомольцы. Всех поздравляем с Днем Ленинского комсомола. Холодно и пандемия, поэтому очень быстро, оперативно. Да, слово предоставляем Виктору Николаевичу Кубареву, первому секретарю Якутского райкома КПРС, комсомольцу 70-х,
или 60-х? Да, заместители председателя Илтумен. Первый секретарь Нижнеколымского райкома комсомола. Да, вот рядом здесь. Под руководством Артура Николаевича мне не Спаситель, герой социалистического труда Гачихи Виноградовой. Когда мероприятия были, значит, опрокинулась лодка, она гостила у нас в республике. Вот Виктор Николаевич со второй палубы теплохода нырнул в воду, значит, ее вытащил. Ну, Артур Николаевич, спасибо, конечно, тронут, что такой страничкой биография, да, конечно, любой бы может такой поступать. Уважаемые друзья, шлите вас сердечно от имени Центрального комитета Ленинского коммунистического союза молодежи, Ленинского коммунистического союза молодежи, нашей республиканской региональной комсомольской организации, от всех поколений нашего комсомола, нашей Якутии. Горячо и сердечно поздравить с 103-й годовщиной Ленинского всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи. Ура! Ура! В этот день мы с гордостью, что здесь присутствует, по нашей республике комсомол возрождается. Создаются и работают комсомольские организации во многих районах. Возрождается пионерская организация, октябрятское движение. И к следующему году, столетия пионерской организации, мы думаем, встретим активной такой работой для того, чтобы пионерская организация и дальше могла на своем историческом движении, своих исторических задач выполнять главную функцию с детства, воспитывать патриотов, настоящих нашей страны. Мы сегодня поздравляем все поколения нашей республики, комсомола, которые прошли внесли в историю нашей Якутской автономной Советской Социалистической Республики замечательную страницу столетия Якутской ССР будем отмечать в следующем году. И комсомол один из тех, кто будет докладывать о своей работе, о своем патриотическом движении, о том, что сделано было вместе с комсомолом великая наша страна. В этом году мы отмечаем столетие со дня образования Союза Советских Социалистических Республик. И здесь страничка комсомола. Здесь мы памятника комсомола республики. Мы еще раз подтверждаем свое главное стремление бороться за счастье народа. Быть в первых рядах отстаивания интересов и прав молодежи. Сегодня статистические данные говорят о том, что молодежь активно поддержала программу Компартии Российской Федерации «10 шагов к власти народа» на прошедших выборах в высший законодательный орган Государственной Думы. Более 30% проголосовавших за КПРФ – это молодые люди. Так что сегодня молодежь понимает, куда ее ведут и куда они не пойдут. Сегодня они многие вливаются в борьбу за права молодежи. С днем рождения комсомола! Комсомол жив, будет жить и еще несет яркую страницу в истории нашей страны. За социализм, за народовластие! Ура, товарищи! Артур Николаевич Алексеев, первый секретарь Якутского обкома комсомола с 79 по 83 год. Пламенный Артур! Ура! Ура! Вот это уже все. Это на. Дорогие друзья, сегодня, к великому сожалению, праздник дня рождения комсомола не является, так сказать, искренним праздником для всех, без исключения граждан Российской Федерации, граждан бывшего Союза Советских Социалистических Республик. Вот представьте себе, если бы не было государственного переворота в 90-х годах, если бы не предали нас наши
вождей, какая бы сейчас была страна. Если Китай так поднялся, где бы мы были? Вот. Но, видимо, история эта мудрая тетя. Она специально сделала, видно, для первой страны социализма такую прививку от капитализма. Вот как сейчас в пандемии нас всех прививает, так и мы уже 30 лет получаем прививку. И уже не только нутром, но и умом начинаем понимать, чем это чревато и что это такое капитализм. Я думаю, что нам необходима была даже такая прививка. И это залог того, что наш нынешний комсомол, наша молодежь будет развиваться большими темпами, ускоренными темпами. И будет еще время, когда они своими руками построят новый мир, мир будущего. Да здравствует ленинский комсомол! Лидеров в своей работе и по приему в комсомол. У нас хорошо ведется всегда прием. У нас есть лидеры нашей республики, такой район как Горный, где в 2 школах ежегодно принимается в пионерскую комсомольскую организацию около 100 детей. У нас в городе 3 школы, где в одной из школ у нас есть и октябрята, и пионеры, и комсомол. Надо что каскад. Да, аккуратно спускаемся. Так и не отреставрировали. На 100-летие комсомола нынешние единороссы, ветераны комсомола прямо клялись, что 29 октября что-то отремонтируем, сделаем. Какого болтуны? Сегодня по всем соцсетям вспоминают свою комсомольскую юность. Там ностальгируют, там какие фотографии, сентиментами и так далее, да? А вот памятник восстановить, тут на самом деле небольшие деньги. Позор. Это правильно сказано. Утреннего стяг в жизни важен первый шаг. Слышишь, веют над страною ветры яростных атак. И вновь продолжается бой, и сердцу тревожно в груди. И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди. И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди. Весть летит во все концы, вы поверьте нам, отцы. Будут новые победы, станут новые бойцы.